опыт республики, профсоюзной организации Республиканского комитета Башкирии в этом направлении по работе с высшими учебными заведениями. И у них социальное партнерство, которое налажено здесь на территории Башкирии с Республиканского комитета и высшими учебными заведениями, они тоже заслуживают внимания. 20 мая в БГПУ собрались руководители региональных организаций и профсоюзных организаций вузов ПФО. В семинаре приняли участие представители из республик Башкортостан, Татарстан, Мордовия, Удмуртия, Чувашия, также из Нижегородской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областей. Семинар был посвящен работе деятельности профсоюзных организаций высших учебных заведений. Формат мероприятия предполагал обмен опытом между работниками региональных организаций и профсоюзных организаций вузов ПФО. У нас 9 государственных вузов, очень крупных, солидных, лидеров в каждой своей сфере. И один коммерческий крупный вуз – это Восточный экспертный гуманитарный университет, который тоже себя зарекомендовал как крупнейший вуз России. Где-то около 100 тысяч студентов в среднем обучается в вузах Башкортостана. Самый крупный вуз с филиалами – это Классийский университет, 35 тысяч студентов. Здесь приехали представители практически всех регионов нашего Приволжского федерального округа. Будут затрагиваться вопросы, конечно, прежде всего вопросы, связанные с применением законодательства, нового законодательства об образовании, вопросы реализации майских 2012 года указов президента в части повышения заработной платы профессорско-преподавательскому составу. Ну и вот весь круг вопросов, которыми занимаются профсоюзные организации в высших учебных заведениях. В ходе работы круглого стола участники смогли ознакомиться с всеобщей деятельностью БГПУ. Они обсуждали широкий спектр вопросов, касающихся защиты прав работников высших учебных заведений, социально-экономические, вопросы внутренней работы профсоюзных организаций. Также обсуждались трудности и проблемы в ходе их реализации. Председатели вузов выступали с докладами на такие темы, как «Высшая школа сегодня», актуализация социальных проблем, возможности решения, эффективный контракт, благо или очередная формальность и другие. По результатам семинара были выработаны рекомендации. В программных документах правительства Российской Федерации отмечается, что решить задачу стимулирования работников с учетом результатов их труда не удалось для всех учреждений. Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждений недостаточно проработаны, а их применение носит в принципе формальный характер. И эффективность, как мы понимаем все, это в принципе экономическая категория, да? И как правило, это отношение полезных результатов к затраченным ресурсам, что предполагает достижение более высокого результата относительно издержек. Сейчас у нас отраслевое соглашение новое принято в конце года, и, естественно, все вузы переделывают свои коллективные договора. Вот мы один из первых вузов, который уже в соответствии с отраслевым соглашением переделал свой коллективный договор Башгосуниверситет. Вот я хочу свой опыт здесь тоже рассказать и послушать мнение коллег, потому что всем это предстоит. Если мы будем хорошо работать, значит и будут и перспективы.